Сталиниана и закон общесоциального развития. Возрожденная сотрудниками Института национального развития имени Саражон Азбагатара Сталиниана дала исчерпывающее представление об исторических и метафизических основах мировоззрения Дзугаты Бишои Фырцосо Сталина. Согласитесь, только генетическая память потомка одного из колен славного царского рода Саражон Азбагатара, традиционная культура народа Ир, в основе которой лежит промонотеистическое духовное мировоззрение Иронахдау, могли дать человечеству титана мировой политики Сталина. Сталиниана полностью разоблачила всю несостоятельность, тщетность попыток по дискредитации имени отца народов, его родословной и конкретизировала спасительные ориентиры возрождения нашей Родины. Мировому сообществу были явственно представлены скрытые от непосвященных смыслы и идейные составляющие революционных преобразований, осуществленных им на 1/6 территории суши планеты Земля. Выстроенная Сталином на просторах СССР по лекалам народа Ир социальная трехфункциональная пирамида – просветители, рождающие смыслы, воины, несущие охранительную функцию, общинники, создающие материальные блага, стала предвестником построения нового мира. Рядом с ней блекнут, превращаются в ничто господствующие сегодня торгашеские либертарианские модели государственного устройства с фатальной неизбежностью приближающие общечеловеческую катастрофу. Именно в образе Сталина, его жизнедеятельности наиболее ярко проявилась духовная константа человечества – жить ради подвига, носящая общесоциальный, общеисторический характер. Данная первая идея, выступающая краеугольным камнем древнего иронского арийского мировоззрения на протяжении многих тысячелетий, вдохновляла народ Ир на героические поступки, что предопределило цельность их исторической судьбы. Ничего более ценного в мировоззренческом плане человечества так и не смогло породить. Проведенный историко-политологический анализ диалектики Иосифа Сталина позволил получить еще одно неоспоримое доказательство объективного характера, сформулированного в трудах сотрудников Института национального развития, общесоциального, общеисторического закона «Жить ради подвига». Данный закон гласит: господство в общественном сознании североиранской трансисторической идеологемы «Жить ради подвига» задает высокие морально-нравственные ориентиры развития социума и способствует духовному преображению человека. Руководство, представленное идеологемой, выступающей духовной константой развития человечества, обеспечивает гармоничное, непротиворечивое сосуществование народов мира, исключает возникновение между ними антагонистических противоречий и способствует сохранению окружающей природной среды. Таким образом, представленное определение значительно расширяет научные границы объективных общесоциальных закономерностей, оказывающих непосредственное влияние на развитие социума. Более того, только посредством этого закона человек становится человеком, подчиняя своей воле бессознательные инстинкты. Опираясь на данный универсальный закон, выступающий в качестве первой идеи духовного развития человечества, Сталин и осуществил построение невиданного для современной цивилизации советского общества, воспитал советского человека. Возрождение североиранского культа всепобеждающего солнца и героев, которыми пронизано все духовное наследие легендарного народа Ир, стало теоретико-практической основой проводимой им внутренней и внешней политики. По-видимому, именно этим обстоятельством объясняется неподдельный трепет и восторг, который естественным образом охватывал при встрече с ним как его соратников, так и врагов. Такова преобразующая сила объективного трансисторического закона «Жить ради подвига». Примечательно то, что реализованный Иосифом Сталиным в социально-политической практике процесс воспитания нового человека полностью вписывается в воссозданный сотрудниками Института национального развития имени Саражона Азбагатара священный иронский календарь, содержащий ключевую идеологему культурной традиции иров – идею духовного пути. Ведя последовательно советский народ по ступеням духовного роста, то есть от подвига к подвигу, маркируемым круговым движением Солнца по 8 кардинальным фазам годового цикла, Сталин и смог решить эту сверхзадачу. Возвращение к духовному истоку человечества явилось лейтмотивом всей его героической жизнедеятельности. Отсюда становится предельно ясно, почему многие прорицатели связывали возрождение человеческой цивилизации с землей древнего Иристона на Кавказе, выступающего сакральной метрополией, откуда исторически расходились по всей ойкумене благотворные цивилизационные волны духовного мировоззрения народа Ир, Иронахдау.
В заключении сам собой напрашивается вывод. Вывод тот, что следование заветам Иосифа Сталина – это значит следование завету пращуров народа Ир – жить ради подвига, который они начертали своими священными мечами в доисторические времена на скрижалях человеческой цивилизации. Обозначенный ими духовный путь и есть безальтернативный путь развития России и всего человеческого общества. Директор Института национального развития имени Саражон Азбагатара, профессор Хадзимат Занайте.